Работа по реконструкции аэропорта в рамках федеральной программы ведется с 2021 года. По словам жителя Алекминска, наиболее значимым нововведением для города стало введение взлетно-посадочной полосы. Вот дело в том, что сейчас полоса, если раньше мы были по месяцу, по полтора закрыты, то сейчас такой проблемы нет. Раньше население наше уезжали в Ленск, чтобы улететь регулярно, а сейчас с Ленска к нам приезжают, чтобы вылететь в случае, когда идут осадки. Новая полоса позволила значительно увеличить объем авиаперевозок. Так, за прошлый год было выполнено более 1600 вылетов. В настоящее время эта воздушная гавань принимает по 12 рейсов в неделю. В связи с этим увеличился объем работы сотрудников аэропорта. Из-за реконструкции и из-за повышения объемов бывают задержки. У нас в одно и то же время садится несколько рейсов, а полоса... Вот сейчас, например, закрывается перрон, и нам придется обслуживать все рейсы на полосе. Это рабочий день увеличивается, опять же. Несмотря на нововведения, остаются и проблемные моменты. Так, по сей день в этом порту отсутствует багажный терминал. Ждем, пока разгрузят багаж. Не можем обслужить другой самолет, потому что нам нужно выдать багаж, нам сразу нужно выдать груз. Это очень много времени уходит на это. Ну и плюс все-таки не месяц май, у нас практически все время зима. Реконструкция аэропорта значительно увеличила логистические возможности города и близлежащих сел, что, несомненно, радует местное население. Сейчас мы можем, как бы сказать, улететь в любое время. Сезонно, да, не сезонное, как бы сказать. Что зимой, что весной, что летом, что осенью мы можем улететь. Самолеты, если рейсы есть, пожалуйста. Единственное, что еще бы, конечно, рейсы бы, как бы, может, увеличились. Да, не через Якутск, до Иркутска или не через Якутск, то есть не до Иркутска, а через Якутск дальше до Питера, до Москвы. А прямые рейсы, например. В настоящее время идет строительство склада горюче-смазочных материалов, КПП и очистных сооружений, которых запланирован на ноябрь текущего года. Дарья Короленкова, Максим Копылов, Алекминск.